До окончания школьных каникул около 2 недель. За это время учителя приводят к новому учебному году в порядок классы и территории учебных заведений. В 13-й школе Назрани провели косметический ремонт. Здесь готовы принять своих учеников. Правда, если говорить о спортивных залах, которые пострадали при сильном урагане несколько месяцев назад, то они до сих пор не отремонтированы. Причина не ясна, хотя в наш прошлый приезд подрядчик заверял, что в ближайшее время все исправит. До 1 сентября куди шнях азебол хабиян. Комиссия уже мы начали бы давно. А кого после нас даже куда если мы за 3 месяца, за 4 месяца не полностью построили школу, как мы не можем за 2 месяца это сделать. Подрядчик заверил руководство школы, что на этой неделе закончит ремонтные работы по восстановлению спортзала. В начало учебного года у нас все готово. Чисто для учебы, для детей все готово, кроме спортивных залов. Но они нам, наши застройщики, Картомкажи, обещал, что до 1 сентября они будут готовы. У них все уже готово, товар везут. Вот эти панели, они сказали, завтра должны привезти сюда. В субботу подряд приезжает и полностью начинает вот эти работы по устранению недостатков этих 2 спортивных залов. Еще одна проблема, правда, не школы, а учеников и учителей, которым приходится добираться до учреждения пешком. Это разбитая дорога, что доставляет массу неудобств. Элементарно не то, что маршрутка, даже такси не хочет ездить сюда. Потому что дорога разбита, говорят, машины ломаются, неудобно ездить вообще. Я сама с Гамурзиева, с той стороны живу, езжу на такси каждый день. У меня на дорогу уходит рублей 500 в день. Детей привожу, 3 детей. А так, если бы маршрутка ездила, у меня в разы 3-4 раз дешевле вышло бы все это. В плохую погоду вообще невозможно пройти. Дети мучаются, сменная обувь. Постоянно менять эту обувь приходится. И пропуски из-за этого получаются. Дети пропускают школу. Наша съемочная группа связалась с подрядчиком, который взял на себя ответственность отремонтировать разбитую дорогу. По его словам, ранее здесь ликвидировали мусорную свалку и вывозили отходы именно по этой дороге. Впоследствии чего она и пришла в такое непригодное состояние. А асфальт был уложен некачественно. Всего здесь необходимо уложить чуть больше километра нового покрытия. В проекте у нас деньги на восстановление данной дороги не заложены. Но так как люди обратились, администрация, что у них нет возможности, мы обещали, что мы дорогу восстановим за свой счет, все сделаем. В данный момент мы готовимся сейчас, технику готовим, деньги готовим, надо закупить много материалов. Где-то в середине сентября мы начнем ремонт данной дороги, 1,5-2 месяца мы закончим. Так как основания практически нету, здесь очень много работ надо провести. Готова открыть свои двери к 1 сентября и 3-я школа Назрани. Правда, новый учебный год здесь встретят не так празднично, как надеялись. Они пока не могут переехать в новый корпус учебного заведения. Сроки сдвинулись из-за пандемии. Школе уже 50 лет, учится в ней в 2 смены свыше 1800 детей. Руководство образовательного учреждения надеется, что с открытием нового корпуса они смогут воплотить в реальность все задуманное. Все, что необходимо, мы в классах сделали. Где нужно, подбелили, подкрасили, подготовили кабинеты, все помещения, чтобы детям было уютно, удобно в тех условиях, в которых мы сейчас находимся. А много чего ожидаем мы уже к концу первой четверти. Надеемся, что мы перейдем в новый корпус. Пока, правда, мы будем обучаться до конца этого текущего учебного года в 2 смены, потому что в этих 2 старых корпусах будет проходить капитальный ремонт. Но на следующий год у нас будут очень хорошие условия. Пока в школах республики прикладывают все усилия, чтобы завершить ремонтные работы к 1 сентября, ученики с нетерпением ждут школьного звонка. Светлана Томова, Майрбек Миржоев. Новости 24.